У ноч з 28 на 29 мая 28-гадовы жыхар горада Шклова ў стане алкагольнага ап'янення нанёс маёмасную шкоду Беларусьбанку. У выніку хуліганства запазычанасць перад банкам складае 1188 рублёў. Падрабязнасці ў нашым наступным сюжэце. Хуліганства лічыцца адным з найбольш распаўсюджаных злачынстваў. Часцей за ўсё хуліганскія матывы ў правапарушальніка ўзнікаюць з-за страты кантролю паводзін у выніку ап'янення. Так здарылася і ў наступнай гісторыі. В ночь с 28 на 29 число, около 2 часов ночи, 28-летний житель города Шклова, ранее несудимый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ставил банковскую карточку не в картоприемник, а в отверстие для выдачи чеков. Поскольку банковская карточка застряла и извлечь ее руками ему не удалось, он направился домой, взял отвертку, плоскогубцы и вернулся к инфокиоску. С помощью подручных предметов он извлек банковскую карточку, после чего перешел к банкомату с целью снять наличные денежные средства в сумме 10 рублей. Однако, как оказалось в последующем, банкомат был заряжен купюрами только по 20 и 50 рублей. И поняв, что снять наличные деньги в сумме 10 рублей не представляется возможным, он разозлился и нанес не менее 3 ударов отверткой по защитному стеклу экрана банкомата, в результате чего защитное стекло покрылось трещинами и сколами. Пасля гэтага малады чалавек зноў вярнуўся да інфакіёска, і тут хулігана не задаволіла павольная праца прылады. Ён нанёс не менш за 4 удараў па сэнсарным экране. У выніку супрацьпраўных дзеянняў Беларусьбанку была нанесена маёмасная шкода. Приговором суда Шкловского района от 25 июля 2019 года правонарушитель был признан виновным в хулиганстве и осужден по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием в доход государства 10% заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого в совершенном преступлении, то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы, положительно характеризуется по месту работы, а также на стадии предварительного расследования в полном объеме возместил причиненный Беларусьбанку ущерб. Варта адзначыць, што хулігана ў тую ноч усё ж такі атрымалася зняць грошы, але ў суседнім банкамаце Белаграпромбанка. Нескладана здагадацца, чым магла б абярнуцца для маёмасці дадзенага банка адсутнасць у банкамаце купюр наміналам у 10 рублёў.